Сейчас федеральное законодательство предоставляет такие возможности. И налоговые каникулы двухлетних для тех, кто начинает свой бизнес, и для ипоторов по территориям опережающего развития, и так далее, и так далее, и так далее. Там очень много преференций, которые регион может предоставить бизнесу для развития на той или другой территории. Что касается, конечно, для того, чтобы, скажем, развивать инфраструктуру под возможные инвестиции, конечно, нужны деньги в региональный бюджет. И действительно есть проблемы, связанные с перекредитованностью ряда регионов. Правительство принимает необходимые решения. У нас вот в текущем году выделено дополнительно из федерального бюджета для региональных бюджетов 160 миллиардов рублей. Всего это 310 миллиардов. На что? На то, чтобы изменить структуру долгов региона. И там, где были взяты коммерческие кредиты под, скажем, 12-11%, можно было перейти на бюджетные кредиты, которые удаются вот ставку 0,1%. И в этом году, то есть не в этом, а в следующем, 2016 году, тоже предусмотрено в федеральном бюджете на эти же цели, с целью изменить структуру долга регионов, еще 310 миллиардов рублей. Но самое главное все-таки заключается в том, чтобы вот эти кредиты, которые берут регионы, чтобы они, средства, полученные таким способом, направлялись на решение главных, а не второстепенных задач. Что является главным? С точки зрения развития, нужно направлять их туда, где будут созданы новые рабочие места, где будут созданы условия для создания, для того, чтобы возникали новые производства, новые технологии приносились и новая инфраструктура создавалась, чтобы вложенные средства генерировали доходы, из которых можно будет вернуть и кредитные ресурсы, и получить дополнительные деньги в региональный бюджет. Вот с этим еще, к сожалению, надо поработать.